Большой перечень эффективных при ОРВИ и разных видах гриппа противовирусных препаратов, в том числе Тамифлю и Риленза, а также широкий спектр антибиотиков были переданы Минздравом Абхазии Центральной республиканской и детской больницам. Вторая партия лекарственных средств, закупленных ведомством, поступила в республику. Следует отметить, что первая партия медикаментов была завезена еще в январе. Препарат Тамифлю – это противовирусный препарат. Он очень необходим именно для вот этого злободневного нашего гриппа H1N1, так называемого свиного гриппа. При этом вот он очень эффективный препарат, мы получаем. Я хочу пояснить, эти препараты мы даем бесплатно только стационарным больным, то есть тем больным, которые госпитализированы в больницу. Так как мы являемся стационаром, амбулаторным больным, то есть тем больным, которые лечатся дома, мы эти препараты не выдаем. Игорь Джопа также рассказал о ситуации с заболеваемостью сезонным свиным гриппом среди детей. С начала текущего года в детскую республиканскую больницу обратились 19 человек с лабораторно подтвержденным вирусом штамма H1N1. На сегодняшний день в стационаре нет ни одного тяжелобольного ребенка. Все дети, у которых был выявлен этот вирус, проходят лечение амбулаторно. Кроме того, снизилось количество детей, обращающихся в больницу с симптомами ОРВИ. Говоря о вспышках сезонного гриппа, ОРВИ, ОРЗ, в том числе и вируса штамма H1N1, первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхаз Канджари отметил, что заболеваемость достигла пиковых показателей и теперь идет на спад. С пятой недели этого уже нового года у нас наблюдалось, пиковые значения наблюдались. Каждый день фактически мы получаем сведения от главврачей республиканских больниц, это детская больница, это республиканская больница, плюс санитарные врачи докладывают нам о количестве больных, если среди них тяжелые больные. По словам наших специалистов, мы пиковых значений уже достигли и заболевания идут на спад, то есть я беру во внимание общее количество заболевших, а не говорю только о вирусе штамма H1N1. Большая партия противовирусных препаратов и антибиотиков поступила и в Центральную республиканскую больницу. Медикаменты будут выдаваться бесплатно больным, находящимся в стационаре. По словам главного терапевта республики Анжелы Арчели, на сегодняшний день в республиканской больнице проходит лечение только один пациент с вирусом штамма H1N1. С 1 января к нам поступило 170 пациентов, страдающих в той или иной мере заболеванием бронхолегочной системы, осложнением после вирусных инфекций. Из 170 пациентов больше 50% было обследовано на H1N1, но доказано около 15 пациентов. Они уже выписаны в удовлетворительном состоянии. К счастью, смертельных случаев от H1N1, пневмонии, вызванных гриппом группы А, у нас нет. На данный момент у нас один тяжелый, это крайне тяжело больной, у него тяжело сопутствующая патология, и у него имеется H1N1 подтвержденная пневмония. Стационарные больные, не амбулаторные. Они получают препараты противовирусные, и именно антибактериальные препараты получают за счет государства. Препараты, закупленные Минздравом Абхазии, также будут переданы в детскую и первую поликлиники города Сухум для пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Сегодня был составлен документ, накладная, по которым детишки, которые попадают в поликлинику, они уже после осмотра врача, если необходимость есть, будет выдача препаратов на бесплатной основе. Поликлиника номер 1, они тоже, сегодня был составлен документ, по которым, получат препараты. По словам медиков, в середине марта ожидается вторая волна вспышки ОРВИ, а также свиного гриппа. Поэтому специалисты рекомендуют продолжать профилактику заболеваний. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.